Если межнациональный мир имеет кардинальное значение в региональном и общегосударственном масштабе, то задача противостояния экстремизму, обеспечения межконфессионального согласия и гармонии имеет глобальное значение. Противодействие идеологии терроризма в молодежной среде собравшиеся обсуждают эффективность принимаемых мер органами госвласти. Глава Миннации Ингушетии Ваха Беков отметил, что с момента образования республики все усилия руководства и общественности неизменно направлялись на поддержание в ней мира и борьбу с проявлением радикализма и экстремизма. Именно поэтому сегодняшний форум имеет свое неповторимое и особенное значение для всего нашего многонационального общества. Одним из исключительно острых вопросов сегодняшнего дня является проблема роли и места религии в жизни современного общества. Религия, как всегда, служила тем родником, из которого верующий человек черпал жизненные силы. Однако сегодня есть немало желающих осквернить это и загрязнить этот родник, превратить его в орудие достижения своих целей. В зале представители почти всех северокавказских республик. На площадке они делятся методиками своей работы и перенимают опыт. Опыт коллег очень интересен, причем он у всех, наверное, где-то схож и по-хорошему, наверное, где-то расходится. Понятно, что есть специфика в каждом регионе. Понятно, что у данная проблема, которую мы сегодня обсуждаем, она многолика и многогранна. Но и тем не менее, если мы сегодня обсудим, в процессе обсуждения найдем какие-то пути соприкосновения, может быть, какие-то совместные проекты договоримся реализовывать, я думаю, что это принесет больше пользы. Я думаю, у каждого субъекта есть свои какие-то специальные методики, особенности. И в Карачаево-Черкесской республике тоже такие особенности есть. И я сюда приехал с докладом рассказать, как у нас в республике именно проходит эта реализация политики по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму в молодежной среде. Поскольку сегодня мы живем в условиях глобальных вызовов, когда наши оппоненты, а сейчас мы можем говорить более радикально, когда наши откровенные уже враги и нашего региона, Северокавказского и всей страны, они свои отравленные стрелы направили именно на наши регионы с тем, чтобы не допустить благополучия нашего региона, с тем, чтобы разрушить мир и созидание, свойственные Кавказу. Вот поэтому сегодня настоятельно необходимо повысить эффективность работы с молодежью, дабы защитить неокрепшие умы от воздействия нацистской, экстремистской, террористической идеологии. Каждый регион делится достигнутыми результатами в противодействии идеологии распространения экстремизма и терроризма. В Республике Дагестан приняты и реализовываются государственные программы. Первая – комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан. Второе – взаимодействие с религиозными организациями и их государственная поддержка. Третья подпрограмма – профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан. Особый акцент делают на молодежи, так как по статистике неокрепшие умы сильнее всего поддаются воздействию грамотных вербовщиков. В ряде регионов работа не прекращается и во время каникул. Читаем лекции в летних лагерях и иных организациях. Общий охват слушателей за истекший год у нас составил 3056 человек. Сверх данного плана графика под руководством Миннаца нашей республики с привлечением представителей заинтересованных и партнерских организаций проведено 53 дополнительных мероприятия. Руководством Ингушетии на сегодняшний день предпринимаются все меры по искоренению экстремистских проявлений в молодежной среде. Открытый в апреле этого года по поручению главы региона Комитет духовно-нравственного и патриотического просвещения республики – яркое тому подтверждение. Работник которого проводит регулярные религиозные лекции в школах республики, средних и высших учебных заведениях, в которых молодые ребята, переполненные юношеским максимализмом, пытаясь найти свою нишу в новом социуме, подвластны пагубным идеологиям. Соответственно, сильным иммунитетом против завлечения молодого поколения в сети крайности и нетерпимости выступает наша Алима Богослова,
проводящие систематические встречи с молодежью, читая лекции, отвечая на их вопросы и ведя беседы с подрастающим нашим поколением. Важно не дать исказить смысл религии, ведь молодежь очень часто идет на поводу лжепроповедников, отмечают богословы. Только правильное понимание ислама сможет обезопасить верующих от искаженных экстремистских взглядов и идей. Невежество экстремистских толков не основывается на полном незнании, а наоборот, оно имеет обманчивую форму, которая, искажая смысл, ссылается на священные тексты и затуманивает умы невежд. Исходя из этого, разрушить экстремистскую фальшивку можно только обоснованной истиной, которая черпается из Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Межрегиональный форум противодействия идеологии экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде. Эффективность принимаемых мер органами госвласти проводится впервые. Его организовало Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. Конечно, мы здесь акцентируем внимание именно на эффективность мер, которые принимаются органами государственной власти. Именно так как в каждом регионе выработана определенная программа по профилактике экстремизма и терроризма. Есть общая программа, это комплексный план по профилактике экстремизма и терроризма. Но было интересно услышать мнение наших коллег, из других регионов, то есть результаты, эффективность тех мер, которые принимаются, насколько они эффективны. И, конечно, форум, он на самом деле оказался довольно высоким форумом, потому что все люди заинтересованы, все люди практически приехали со своими докладами, со своими предложениями. Есть и делегации, которые приехали своими материалами по профилактике экстремизма и терроризма. В рамках форума также пройдет семинар в Ингушском госуниверситете, где будут обсуждать профилактику террористических и экстремистских проявлений в образовательном учреждении. Зелимхан Калоев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.